Доброго воскресного вечера. На телеканале БСТ время подводить итоги недели. В студии Анастасия Ильчебаева. Сейчас коротко о том, что ждет в выпуске. Куштау живет. Точка поставлена, гору возьмут под защиту. Эту историю с Куштау надо закрывать, она закрыта. В моем понимании, разработка ее невозможна. Как прошла встреча власти с защитниками, национализация БСК и что с альтернативными источниками сырья? 11-й источник Красноусольска – это гидрокарбонатная вода, именно то, что пищевая сода, она там растворяется и выходит на поверхность. Учебный год 2021. Медицинские инспекторы, кабинетная система, учителя в масках, учеба в условиях коронавируса. Никакой замены традиционного образования не произойдет. Праздничная линейка не для всех, кто сядет за парты, а кто продолжит дистанционное обучение. Приглашаю вас на урок литературного чтения. Первый рейс Мустая Карима в Москве в круиз отправился теплоход, названный в честь башкирского поэта. На борту помимо гостей известные земляки. Правда, на портретах судно как воплощение Башкортостана. Детишки, что вы говорите? Это самый лучший корабль в мире. Я еще никогда на этом корабле не плавал. Дети вместо цветов. В республике школьники отказываются от букетов. Аппарат мы бы сами никогда не купили. Вот Вилла 40, 240 тысяч он стоит. Ну, их два нужно нам. Сэкономить на цветах, чтобы помочь детям. К акции присоединились звезды. Ну и я желаю вам, чтобы ваша помощь не завяла. Куштау будет жить. Новый лозунг последних дней. Всю неделю одной из главных тем была встреча активистов и главы республики. В правительстве пытались наладить диалог между БСК и противниками разработки. Последние, в свою очередь, говорили о невозможности компромисса. Казалось, мирного решения в данном вопросе достичь не удастся. Но слова Ради Хабирова «разработка Куштау невозможна» похоже поставили в этом деле пусть пока и не жирную, но все же точку. За ситуацией вокруг горы и соды всю неделю наблюдал наш корреспондент. Подробности далее. Эту встречу в здании правительства республики как никогда ждали не только противники разработки Шиханов. Второе по счету совещание экоактивистов и главы республики анонсировано еще тогда, на горе. За столом та самая инициативная группа, называющая себя настоящими защитниками. Само начало диалога намекнуло на жаркие дискуссии на тему невозможности компромисса. Ради Фаритович, Всем добрый мы день. просим вас сюда. Присядьте, пожалуйста. Я сяду на свое место. Я здесь сижу. Сядьте, пожалуйста. Давайте начнем работу. Ради Фаритович, мы вас просим. Присядьте, пожалуйста, напротив народа. Вы меня попросили, я вам отказываю. Я здесь буду сидеть. Хорошо, мы тогда туда идем. Уходите тогда, это ваше решение. Но вот дальше все пошло явно не по их сценарию. Никто не ожидал того решения, которое озвучил Ради Хабиров перед началом диалога. 2 недели мы с вами, вернее, вы должны создать, подчеркиваю, провести консультации и найти какое-то решение. Не найдете решение, не соберете коалиционное совещание, проходит 2 недели, это 4 сентября, и, соответственно, я тогда направляю документы, и, вернее, мы подготовили же полный пакет на то, чтобы Куштау придать статус особо охраняемой территории, потому что эту историю с Куштау надо закрывать, она закрыта, в моем понимании, разработка ее невозможно. Активисты, похоже, даже не сразу поняли, что судьба горы решена. Куштау будет жить. Один из лидеров движения зачитал перед главой республики их требования, после чего инициативная группа дружно удалилась из зала. Впрочем, не все. Оставшаяся местная жительница спросила, почему Башкортостан не хочет добывать природную соду. И даже назвала возможные источники, откуда можно ее брать без ущерба для жителей и природы. 11-й источник Красноусольска – это гидрокарбонатная вода, именно то, что пищевая сода, она там растворяется и выходит на поверхность. Также, по-моему, ну я могу ошибаться, это есть выходы соды, природной соды в районе Салавата, тоже где-то недалеко от стекольного завода. Но я не геолог, я думаю, что геологи знают лучше. Есть источники или нет, решать такие вопросы должны специалисты. Помимо Куштау в республике действительно имеются месторождения известняка. Однако их использование, как считают в БСК, нерентабельно. Одно из наиболее подходящих, худолазское месторождение под Сибаем уже выкупила другая компания, да и находится оно не близко, в 500 километрах. Разработка других, таких как Аранская и Гумеровская, по мнению руководства, также приведет к экопротестам. Если в рамках Координационного совета кто-то покажет и предложит того, чего раньше не было, чего не находили раньше, и это будет экономически целесообразно, ради бога. Но пока ни письменно, ни
в письменном виде, в виде писем, в виде обращений и в каком-то другом виде, к сожалению, мы ничего не встречаем. А вот у правительства, похоже, есть понимание, куда идти дальше. Ради Хабиров заявил о необходимости выкупить акции башкирской содовой компании до контрольного пакета, чтобы уже республика единолично могла решать судьбу предприятия. Группа компаний с БСК сейчас очень прибыльное предприятие. Очень прибыльное. При этом оно уникально прибыльное относительно других предприятий этого сегмента. Я думаю, это обуславливается близостью сырья, когда, по сути, логистические издержки минимальны и качеством этого сырья. Вот если в будущем что-то изменится, показатели будут совсем другие. Стоимость предприятия без сырьевой базы может практически вывести, обесценить предприятие. Ответов от акционеров СОДы касаемо возможной продажи акций государству пока не поступало. Стоимость покупки, по словам экспертов, может варьироваться от 6 миллиардов рублей и выше. Впрочем, много вопросов и у правительства, и у защитников вызвала сама сделка по приватизации БСК, произошедшая еще в 2013 году. По словам Радия Хабирова, ее законность также будет проверена. Мы тоже 38% имеем, получаем дивиденды, хорошо. Предприятия могут привести к фатальным последствиям. Мы так не согласны. Предприятие должно работать, модернизироваться и так далее. А когда, соответственно, из 100% дивидендов, соответственно, 2-3% только направляются на модернизацию, на социалку, на тот же Стальтамак, это неправильно. Немало вопросов было и вокруг задержанных активистов. По данным Совета по правам человека, их 81. Большинству в итоге просто выписали штрафы. Высказать свою позицию руководители региона попросили и касаемо митинга в Ишимбае, где сотни людей вышли к зданию администрации с призывом отставки главы района Азамата Абдрахманова. В городе Ишимбае, на моей родине, значит, приехала на разных совсем не ишимбайцы, там 200-300 человек, значит, стали там с яйцами, с помидорами перед администрацией, значит, главы, там, выходи. Значит, я им позвонил, я говорю, не выходи, потому что будет конфликт. И, вернее, это не будет конфликт, это будет избиение. Вы вот в этой условии вы хотите, чтобы я что-то с ним сделал, что ли? Чтобы я его отдал на растерзание? Да нет, конечно. Впрочем, и среди лагеря защитников, как пишут некоторые издания, произошел раскол. И это несмотря на решение не разрабатывать Шихана. Что делать дальше, думают и в башкирской содовой компании. На предприятии объяснили, что уже провели модернизацию печей для известняка именно с Куштау. Если найти альтернативу не удастся, цикл производства придется снизить на 35%. В этом случае сода сможет продержаться максимум до 2026 года. Артур Шамсудинов, Ильнур Юмагулов и Роберт Давлетбердин. Итоги недели. На сегодняшний день 6 пациентов с диагнозом коронавирус остаются в тяжелом состоянии. Один из них подключен к аппарату ИВЛ. Общее же количество заболевших превысило 7,5 тысяч человек. За последние сутки инфицированных стало на 34 больше. Еще 58 пациентов выявлена внебольничная пневмония. А со следующей недели в России планируют начать добровольную вакцинацию врачей от COVID-19. Противопоказания российской вакцины «Спутник-5» схожи с ограничениями перед вакцинацией от гриппа. Прививку от COVID-19 не будут делать при наличии высокой температуры и если пациент накануне употреблял алкоголь. Перерыв должен быть как минимум 12 часов. Первыми будут привиты медики, граждане из групп риска. В гражданский оборот вакцина поступит с 1 января следующего года. Сел за руль, а попал за решетку. За пьяную езду многодетный отец из Нефтекамска получил уголовное наказание. А вот жителю Шамонина повезло меньше. Мужчина был лишен прав, и его последняя поездка закончилась смертельным исходом. Бишбулякский форсаж с детьми завершился более успешно. Полицейские сумели догнать автомобиль и спасти маленьких пассажиров от печальных последствий. Похожие истории, но с разным концом. Обо всем подробнее расскажет моя коллега Айгуль Хатыпова. Зачем вы сели пьяным за руль? Паспорт гражданина на руках, а вот водительских прав нет достаточно давно. Прячет глаза за документом молодой человек не зря, ведь еще недавно вел себя совсем иначе. В материалах уголовного дела имеются показания свидетелей о том, что осужденный в состоянии алкогольного опьянения заехал на территорию городского рынка, где в присутствии большого количества людей демонстративно пил алкоголь, прямо из бутылки грубо разговаривал и кричал, после чего сел за руль и уехал. После задержания сотрудниками полиции Зарипов был освидетельствован в состоянии алкогольного опьянения. Алкотестер показал 0,5 промилле спиртного в крови. Это примерно бутылка крепкого напитка. При этом виновник уверяет, во всем виноваты таблетки. Я пенталгин только выпил. Мужчина трижды получал условный срок и был лишен водительских прав. Районный прокурор посчитал это наказание слишком мягким и направил апелляцию в Верховный суд республики с просьбой ужесточить наказание и отправить нарушителя в колонию поселения. Верховный суд удовлетворил требования. Мужчину приговорили к году и 7 месяцам лишения свободы.
А этот водитель, видимо, решил, что сельские улицы ничем не уступают гоночной трассе. Вот только себе в соперники выбрал экипаж ДПС. На требование остановиться для проверки документов 99-я лишь прибавила скорость. Полицейская погоня развернулась в Бишбулякском районе. Форсаж по улицам райцентра длился чуть больше получаса. Догнать нарушителя удалось возле леса. За рулем оказался 18-летний местный житель, не имеющий прав. Более того, в салоне машины были 3 маленьких пассажиров, которые, к тому же, были не пристегнуты. Выяснилось, что горе-водитель взял покататься автомобиль родственника. Шокировал полицейских тот факт, что возраст детей-пассажиров был от 4 до 8 лет, а сам водитель не имел водительского удостоверения. В отношении лихача составлены административные материалы за нарушение ПДД, в том числе и за неподчинение законным требованиям сотрудников полиции. Автомобиль помещен на специализированную стоянку. В Альшеевском районе 25-летний местный житель за рулем Рено Меган сбил 16-летнего пешехода. В результате наезда подросток от полученных травм скончался на месте происшествия. Начато разбирательство. Известно, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Выпил пиво, пару стаканчиков, совершил ДТП. Я думал, что на камень наехал, притормозил, подошел, оказался человек. А вот в Кумертау разыскивается участник ДТП, скрывшийся с места аварии, который унесла жизнь 32-летнего мужчины. Трагедия произошла на 1-м километре автодороги Кумертау-Ермолаево. Лада Калина столкнулась со встречной Тойотой. Погибший сидел на пассажирском сидении отечественной легковушки. Водитель и другой пассажир Калины остались живы, а вот рулевой иномарки скрылся с места ДТП. Возможно, он был пьян. В японском минивэне сотрудники ГИБДД обнаружили алкогольные напитки, как запечатанные, так и уже открытые. Ну, честно, вот темно было, помню удар просто и все. Я помню тоже удар вот задним, все, думал, все, сейчас там ровнять. Больше ничего не помню. Всего за минувшие 6 дней на дорогах Башкортостана зарегистрировано 62 автомобильные аварии. 8 человек погибли, свыше 60 получили травмы. С начала этой недели инспекторы ДПС задержали на дорогах 287 водителей с признаками алкогольного опьянения. Сколько людей могло пострадать от их безрассудства, сложно представить. Но, видимо, кому-то бутылка важнее человеческой жизни. Айгуль Хатыпова, Исмагил Кудакаев и Азат Тузбеков. Итоги недели. В республику вернется тепло. После нескольких недель осенней погоды в регионе вновь наступит лето. Уже завтра дожди прекратятся, а столбик термометра преодолеет отметку в плюс 20. С каждым днем все прибавляя. В воскресенье ожидается 27 градусов тепла. Сухая теплая погода может сохраниться в Башкирии до середины сентября, что на руку аграриям. Сейчас идет уборка урожая, отсутствие дождей поможет завершить ее с хорошими результатами. А сейчас об инвестклимате. Города, в которых хочется жить, обсуждали на этой неделе в рамках Всероссийского инвестиционного сабантуя «Зауралье». Концепция носит название «Иннориджен» – инновационный регион. Развитие невозможно без экономической базы, но здесь у Башкортостана серьезные успехи. Как заявил на форуме глава республики Ради Хабиров, по итогам первого полугодия рост по инвестициям составил 9%. О настроениях бизнеса и важных заявлениях в нашем материале. Его перепроверим. Вход только для тех, кто прошел бесконтактную проверку температуры тела, а также получил медицинские маски и перчатки. Меры безопасности из-за пандемии коронавируса на Всероссийском инвестсабантуе «Зауралье-2020» приняли в этом году серьезные. Ковид обсуждали и в кулуарах между собой предприниматели, удалось ли сохранить бизнес, а также госслужащие, что происходит с экономикой. Аплодисменты зала на слова Радия Хабирова прозвучали как высокая оценка за привлечение инвестиций. И вы знаете, есть ряд очень таких важных цифр, которые характеризуют и являются важнейшим индикатором жизнеспособности и состояния экономики. И поэтому я вот сегодня могу одну цифру назвать, она еще, скажем так, нигде не обозначалась. Госкомстат подвел итоги за первое полугодие роста инвестиций, то есть сколько инвестиций к нам пришло. Мы ждали эту цифру очень с трепетом, потому что понимали, вследствие пандемии, вследствие экономических проблем, которые это вызвало, мы полагали, что здесь мы можем даже где-то рухнуть. Так вот, у нас, тем не менее, в республике рост почти 9%, 8,9%.
Соорганизатором Инвестсабантуй Зауралье-2020 помимо правительства Башкортостана выступило агентство стратегических инициатив. Его руководитель Светлана Чувшева объявила в Сибае о запуске национальной социальной инициативы в республике, одной из первых в ряду 6 пилотных регионов. Цель масштабная – разработать и внедрить такие изменения в организацию работы учреждений здравоохранения, образования, социального обслуживания, чтобы комфортно было получателю госуслуг, а не чиновнику. Социальная сфера, она наиболее, скажем так, и уязвимая, и наиболее чувствительная. И очень важно, чтобы мы такой же принцип сегодня изначально закладывали вот в такие очень значимые сферы, как социальная поддержка, как образование, как здравоохранение. В рамках форума подписали более 20 соглашений на сумму 10 миллиардов рублей. Республика заключила договора с Центром стратегических разработок НИИ Финансового института Министерства финансов России, а также соглашения о намерениях по реализации крупных проектов. Среди них строительство оптово-распределительного центра, завода по производству молочной продукции, а также реализация коммерческих и социальных инициатив. Инвесторы высоко оценили башкирский подход к сотрудничеству. Хотел поблагодарить вас за вашу команду, потому что действительно мы в разных регионах работаем, встречались с разными чиновниками, но такой скорости и быстроты, и конструктивности не было нигде. Тут даже нечего вам сказать. Спасибо. Нам приятно это слышать. Спасибо. Давайте развивайтесь. В Сибае появится круглогодичный детский лагерь и центр реабилитации ШИФа. Первый вице-премьер правительства республики Андрей Назаров в честь начала строительства заложил капсулу. Инициатором проекта выступила администрация города и региональное министерство семьи, труда и социальной защиты населения. По данным ведомств, в Сибае и близлежащих районах более 700 детей с инвалидностью и более 2300 детей с ограниченными возможностями здоровья. Это, можно сказать, что это как башкирский Артек. Подразумевается, что в первую очередь это, конечно, для Зауралья, но не только. В общем-то, дети со всего Башкортостана могут и будут приезжать сюда в Шифу. Место выбрано хорошее, на берегу водохранилища. Концепт, который сегодня был презентован, мы до этого уже на заседании рабочей группы в правительстве несколько раз разбирали. Приняли решение, что он должен быть таких из новых трендов, которые сегодня преобладают в мире, сочетаемых с нашими традициями, которые мы в себя прививаем. Форум преследовал еще одну большую цель – перенести экономические акценты с уже сложившихся промышленных центров – агломерации Уфы, Стерлитамака, Салавата и Шимбая в Зауралье. Сибай станет пилотным проектом по развитию малых агломераций. Это позволит дать новый толчок для развития юго-востока Башкортостана. Екатерина Тимиряева, Артур Ханов, Артур Елаев, Владимир Шевчук. Итоги недели. А в 22:30 на телеканале БСТ тему продолжит очередной выпуск программы «Республика Лайв». Инвестсабантуй в Зауралье, в Сибае. Сложная экономическая ситуация, пандемия, и бюджет не совсем, так сказать, в полном объеме пополнили. Нужен он? Конечно, нужен. Вот как раз вы перечислили все те проблемы, которые надо теперь решать. А решать их мы можем только развитием экономики. День рождения города Сибая еще сегодня. Что для вас этот город? Этот город, действительно, для меня он родной город. День знаний для большинства школьников пройдет дистанционно 1 сентября. Торжественные линейки организуют только для 1, 9 и 11 классов. Это связано с тем, что массовые мероприятия в учебных заведениях запрещены, но уже 2 сентября все школьники сядут за партой у себя в классах. Кто-то в этот учебный год отправится на новом автобусе. Школьный автопарк республиканских образовательных учреждений пополнился. На неделе Ради Хабиров вручил водителям 38 ключей. Теперь в Башкортостане школьных автобусов старше 10 лет практически не осталось. А в ходе ежегодного августовского педсовета глава республики поблагодарил учителей за работу в период пандемии. Кстати, в школах теперь будут работать не только педагоги, но и медики. О том, каким будет новый учебный год, знает мой коллега Азат Садриев. Приглашаю вас
на урок литературного чтения. За 22 года преподавательского стажа Наталья Ефимова впервые проводила уроки, не видя своих учеников. Чтобы не допустить вспышки коронавируса среди детей и учителей, все школы республики перешли на дистанционное образование. В преддверии нового учебного года Наталья Сергеевна надеется, что эпидемиологическая ситуация все же позволит педагогам Башкортостана встретиться со своими учениками. Очень скучаю по стуку каблуков в коридоре, по детским голосам, по детским шалостям, по их вопросам. В общей сложности педагоги Башкортостана в конце прошлого учебного года провели более 1,5 миллиона онлайн-уроков. Для абсолютного большинства учителей это был совершенно новый опыт. И судя по итогам единого государственного экзамена, преподаватели с поставленной задачей справились на 5. Высший балл получили 124 выпускника. У нас количество 100-бальников, несмотря на то, что не было возможности более эффективно готовиться, как это было ранее, и что учеба в такой форме была, мы на 16 100-бальников, даже больше у нас появилось в этом году. Это хороший, очень важный показатель. После сдачи ЕГЭ мы увидели, что наши ребята очень ответственные, и нам очень приятно, что ребята справились и помогли нам. Итоги прошлого учебного года и планы на предстоящий обсудили на Августовском педсовете. Пандемия внесла коррективы не только в образовательный процесс, но и в формат традиционного мероприятия. Для соблюдения социальной дистанции зрительный зал Конгресс-холла Торатау был заполнен лишь на треть. Выступая перед учителями, глава Башкортостана Ради Хабиров отметил, что несмотря на сложное финансовое положение, все проекты в сфере образования будут реализованы в срок. В 2020 году в республике сдадут под ключ 5 новых школ и 24 детских сада. Образовательные учреждения в 6 районах перейдут на единую школьную форму. Нуждающимся семьям окажут поддержку для ее приобретения. Учеников с 1 по 4 класс обеспечат горячим питанием. В меню включены все продукты, которые должны быть включены для детского питания. Это и мясо, и куры, и рыба. Это и овощные блюда, салаты, овощные супы, супы крупяные, супы имеются. 1 сентября в школу вернутся не только ученики, но и студенты. Выпускные курсы медицинских вузов и СУЗов привлекут для организации и соблюдения санитарного режима. Ну а на торжественную линейку в День знаний пригласят лишь первоклашек и учеников 9 и 11 классов. Чтобы избежать столпотворения, остальные сядут за парты 2 сентября. В школах вводится кабинетная система. У каждого класса будет на протяжении учебного дня свой кабинет. Практически все предметы будут вестись именно в этом кабинете, за исключением ряда дисциплин, таких как химия, физика, информатика, технологии, ну, собственно говоря, физическая культура. Для всех педагогов обязательный масочный режим. Детям же мы рекомендуем, но ни в коем случае не обязываем носить маски. Эпидемиологическая обстановка показала, что закон об образовании в части дистанционного обучения требует доработки, и такие поправки были внесены. Первую инициативу президент России Владимир Путин уже одобрил. В случае опасности распространения вируса или природных катаклизмов на дистанционное образование может уйти как вся страна, так и отдельно взятый муниципалитет. Никакой замены традиционного образования не произойдет дистанционным. И мы рассматриваем дистанционное образование, новые технологии, только в комплексе общей образовательной системы. И, конечно же, надо понимать, что в том числе дистанционные технологии помогают и будут нам помогать для качественного образования наших ребят. На Августовском педсовете традиционно подвели итоги конкурса «Учитель года». Победителями и финалистами стали 28 педагогов со всей республики. Ради Хабиров вручил им цветы, дипломы и благодарственные письма. Победа досталась тяжело, признались лауреаты. Конкуренция слишком большая. А вот одолеть невидимого соперника можно будет только объединившись. Новому в школе теперь будут учиться не только школьники, но и учителя. Раньше в таких условиях заниматься не приходилось. Масочный режим, социальная дистанция, регулярная обработка антисептиками – меры вынужденные. Несоблюдение этих простых правил может вновь вернуть всю отрасль к дистанционному обучению. Но каким бы современным оно ни было, ничто не сможет заменить живого общения школьников и учителя в классе. Азат Садреев, Артур Ханов, Азат Тузбеков и Флорид Низамеддинов. Итоги недели. Уфа. Жительница Уфы вернула долг коллекторам, и теперь уже они должны ей деньги. Женщина-инвалид первой группы, одна воспитывает ребенка. В семье каждая копейка на счету. После оплаты ею судебной задолженности деньги с пенсионной карты продолжали списывать. Пытаясь вернуть свои средства, Уфимка, можно сказать, попала в замкнутый круг. Подробности в следующем материале. Я вам все объяснил, пишите заявление. Мы и так вам много времени уделили. До свидания.
Времени уделили много, а денег так и не вернули. Пару месяцев назад Надежда Ермолаева на сайте госуслуг обнаружила у себя судебную задолженность. Сумма небольшая – 6 тысяч рублей. 13 лет назад женщина брала кредит и, видимо, не закрыла его. Набежали пени и образовался долг. Из-за финансовых трудностей Надежда договорилась с приставами, что выплатит его частями. Я заплатила первую сумму в июне месяце в размере 2500, потом через 2 недели еще погасила 2000. И 23 июня, когда у меня приходит пенсия, с меня снимают 3500. Удержали сумму и в июле. Пенсия также пришла не полностью. Получает ее Надежда по инвалидности. У нее онкология. В одиночку воспитывает 5-летнего сына. И сумма в 15 тысяч – единственный доход в семье. Женщина по WhatsApp отправляла судебному приставу квитанции об оплате долга. С ее слов, пенсионный фонд просто не получил письмо о прекращении взыскания. Более того, возник некий исполнительный сбор с фамилией уже другого пристава. Надежда переплатила больше суммы долга на 4000 рублей. Но вернуть свои кровные не может. На ее сообщение в WhatsApp уже никто не отвечает. Я уже все оплатила. Какие исполнительные сборы? У них, значит, получается, мои деньги лежат на депозите, и никто не возвращает. Замкнутый круг. Я уже не знаю, куда обращаться. В прокуратуру написала, в прокуратуре мне отвечают, что нужно разбираться с судебным приставом. Пишите начальнику. Кстати, без ответа остались и мы, журналисты, обратились к приставам по ситуации с Надеждой, но комментариев так нам никто и не дал. Надежда в растерянности, долг банку она оплатила, а вот найти своих должников оказалось сложнее. Руслан Батыргареев, Динара Таимасканова, Наиль Гайнуллин. Итоги недели. А теперь о других событиях, без которых картина недели была бы неполной. Новости короткой строкой от моего коллеги Эмиля Басареева. В Давлеканово произошел пожар на кирпичном заводе. По данным регионального МЧС, ему присвоили повышенный ранг сложности. Огонь распространился на площади в 6000 квадратных метров. Сообщение о возгорании поступило в 16:30, и только ближе к 3 часам ночи открытое горение удалось ликвидировать. На месте ЧП работали 93 человека и 28 единиц техники. Пострадавших нет. Причины и обстоятельства пожара выясняются. В Уфе вынесли приговор воспитательнице-стриптизерши, которая снимала подопечных приюта на видео для соцсетей. В мае этого года резонанс вызвали кадры, на которых девушка провоцировала детей на драку и не стеснялась выражений «унижала». Суд признал подсудимую виновной по 156 статье Уголовного кодекса за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Однако служители Фемиды учли признание вины и раскаяние девушки. Дело было рассмотрено в особом порядке. В качестве наказания Адиля Нуруллина должна будет выплатить штраф в размере 8000 рублей. 42 башкирских врача вернулись из Кыргызстана. Бригада медиков была направлена в Центральную Азию для помощи коллегам в борьбе с коронавирусом. В конце июня в этой республике резко выросло количество зараженных. В Киргизии остро нуждались в подмоге. По поручению правительства России врачи Башкортостана целый месяц провели там, оказывая поддержку киргизским коллегам. Региональный госкомитет по тарифам утвердил предельные максимальные цены для регулярных перевозок пассажиров в общественном транспорте. Стоимость одной поездки с багажом при оплате по бессрочным пластиковым картам перевозчика и единым транспортным картам выросла с 20 до 23 рублей. При оплате же наличными или банковской картой 28 рублей, ранее было 25. По карте Алга цена осталась на том же уровне – 20 рублей. А вот поездка по специальным автобусным маршрутам обойдется в 34 рубля. Отметим, что указанные цены будут действовать до 31 декабря. С 2021 года стоимость билетов повысится еще на 1 рубль. В республике стартовал конкурс проектов в сфере сельского и экологического туризма. Предприниматели в формате видеопрезентации могут рассказать о своих идеях развития внутреннего и въездного туризма. Принять участие в конкурсе могут и студенты с креативными идеями. 40 участников, попавшие во второй этап состязания, пройдут обучение по составлению бизнес-проектов. Победителя же ждет приз в 100 000 рублей. Мустай Карим отправился в первое плавание. Речь о пассажирском теплоходе, названном в честь башкирского поэта. Круизное судно стартовало с речного автовокзала Москвы. Теплоход сравнивают с 5-звездочным отелем. На борту имеется также каюта для лиц с ограниченными возможностями. Судно способно вместить до 300 пассажиров. Подробности в материале Динары Таимаскановой. Завтрак сегодня до 10 утра. Информация вся и программка дня у вас в каюте уже лежит. Приятного отдыха!
О туристах, которые отправились в круиз, уже говорят. Они войдут в историю. Это первый построенный в России пассажирский лайнер. Теплоход «Мустай-Карим» – гигантское судно, способное вместить 329 пассажиров. На борту разместился, можно сказать, 5-звездочный отель, 152 каюты стандарт-класса, 9 люкс-кают, 1 каюта полулюкс и 1 для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Вообще, если взять весь этот теплоход, да, то непосредственно все каюты, даже не будем рассматривать чисто люкс, да, именно на первом месте стоял это комфорт и совсем другой уровень по сравнению, например, с другими теплоходами. Вот, чтобы гостям было у нас уютно и комфортно. Кстати, круиз мог бы начаться и раньше, но запланированный на 10 августа рейс отменился. У нового судна появилась неисправность винторулевой колонки. Сейчас все неполадки устранены. Свое имя теплоход получил в честь башкирского поэта, писателя и драматурга. Но у лайнера есть связь и с другими выходцами из республики. В баре «Башкирия» развернули стену славы со знаменитостями. Земфира, Юрий Шевчук, Инна Чурикова. Все уроженцы башкирской земли. Прекрасные условия, очень красивый маршрут, который бесспорно он традиционный, Золотое кольцо и Карелия и Санкт-Петербург, поэтому я думаю, что мы получим максимум удовольствия от этой поездки, да, супер. Детишки, что вы говорите? Это самый лучший корабль в мире, я еще никогда на этом корабле не плавал. Мне тоже очень нравится, я в восторге. Длина теплохода 141 метр, ширина почти 17. Высокотехнологичное оборудование позволяет лайнеру развивать скорость до 22,5 км в час. Построено судно на заводе «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде за 3 года. Стоимость теплохода чуть более 3 миллиардов рублей. Теплоход «Мустай-Карим» построен в 2020 году. Это первое судно, произведенное в Российской Федерации, первый круизный лайнер за 62 года. Теплоход абсолютно новый, оснащен самым современным навигационным оборудованием, самыми современными средствами жизнеобеспечения на воде. И также отличительная особенность этого теплохода, он получается у нас не 4-палубный, как все, а 5-палубный. Крыша у нас считается прогулочной зоной, но она работает не всегда, поскольку у нас есть высотный габарит, ограничения по высоте. Лайнер «Мустай-Карим» отправился по круизному маршруту Москва-Санкт-Петербург с посещением городов Золотого кольца и Поволжья. Это традиционный для водного транспорта путь. Но есть отличие. Теплоход впервые пройдет разводку мостов в Петербурге вместе с туристами. Динара Таймасханова, Дмитрий Аксаев. Итоги недели. Москва. Сэкономить, чтобы помочь. Башкортостан присоединился к всероссийской акции благотворительного фонда «Вера. Дети вместо цветов». Ее смысл в том, что букет учителю приносит не каждый ребенок, а от имени класса дарят один большой. Сэкономленные же средства родители перечисляют для помощи неизлечимо больным детям. Подробности у Александра Усманова. Подвинь подушку с того наверх и все на этом. Любую просьбу сыновей Наталья Нелюбина спешит исполнить в ту же минуту. Поправить подушку, поднести воды. Мама практически 24 часа в сутки дежурит возле Георгия и Евгения. Иначе никак. У братьев спинально-мышечная амиотрофия 2 типа. И их комната, по сути, превратилась в домашнюю палату паллиативной помощи. Все необходимые аппараты помог приобрести фонд «Вера». Аппарат мы бы сами никогда не купили. Вот Виу 40, 240 тысяч он стоит. Ну, их 2 нужно нам. Откашливатель он 500-600 тысяч, откашливатель Philips. Даже так. Бутылочка малоежки. Ну, где-то она 80, а где-то и 100 рублей. А нужно в день 5 штук бутылочек. Это у нас вот сколько выходит это? Маски, фильтры, контуры – все это нужно периодически менять. И на это у семьи денег не хватает. А без этого Георгий и Евгений жить не смогут. Несмотря на неизлечимый недуг, они стремятся познавать окружающий мир. Создают графические проекты, осваивают СММ-менеджмент и изучают языки. Свободно от работы время я посвящаю иностранным языкам, по сути. Изучаю польский, английский, норвежский, ирландский. Услышал иностранный язык и сразу хочу уметь. Хочу понимать. Я, не знаю, пытаюсь залезть во фриланс какой-нибудь. Я с другом сейчас работаю, в СММ. Поэтому самому тяжело куда-то вылезть. От своих братьев-близнецов практически не отходит третьеклассница Даша. У них есть свои любимые игры, да и уроки делать вместе весело. Женя английский помогал с Герой мы
Мы просто вот играем после вот английского. Семью Даши решили поддержать ее одноклассники и их родители. Многие уже зарегистрировались в акции «Дети вместо цветов». Учителю достаточно внимания, считаю, от детей, родителей. А деньги, которые они тратят, они реально могут помочь людям. Под постоянной опекой фонда «Вера» в регионе находится 12 семей с тяжелобольными детьми. Участвуя в акции, каждый класс может помочь хотя бы одному ребенку, учитывая, что букет – серьезная статья расходов. Бывает, заказывают сразу по 10, по 20 букетов на 1 сентября. Композиции идут от 500 рублей, букеты идут, ценовая категория 850 рублей и выше. Акцию поддержали российские знаменитости, среди них телеведущие Юлия Меньшова и Иван Ургант, а также певица Вера Брежнева. В республике к акции присоединился и ведущий телеканала БСТ Евгений Романов. Все родители понимают и, естественно, поддерживают. Ни в коем случае это не какой-то коллективный обязательный процесс. Каждый из тех людей, которые принимают участие в этой акции, решает для себя сам. В этом году к благотворительной акции уже присоединились 3 уфимские школы. Внести свою лепту еще не поздно. Цветы все равно завянут. А дети, которым так нужна наша с вами помощь, увянуть не должны. Александр Усманов, Эмиль Басареев, Роберт Давлетбердин и Родион Матвеев. Итоги недели. На этом все. Я с вами прощаюсь. Прямо сейчас смотрите интервью Екатерины Тимиряевой с первым заместителем премьер-министра правительства Республики Башкортостан Андреем Назаровым. Тема разговора – итоги инвестиционного сабантуя и выполнение программы развития Башкирского Зауралья. Оставайтесь в курсе событий с телеканала БСТ. Всего доброго!